Федеральная антимонопольная служба – это орган законодательной власти, следящий за соблюдением антимонопольного законодательства, то есть надзор в сфере рекламы, контроль за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для федеральных государственных нужд, контроль и наказание. Дело нелегкое. Понять простому обывателю некоторые нюансы очень трудно. Но работа антимонопольной службы крайне важна и необходима для полноценного и равноправного развития нашего субъекта. Их работа не останавливается на том, чтобы принять закон, рассмотреть и начать практику. Неизменным пунктом является также обмен опытом. Нижний Новгород собрал всех представителей антимонопольных служб на международной арене на расширенном заседании коллегии ФАС России. Это площадка, где международный опыт становится главным вопросом повестки дня. Ежегодно в Российской Федерации проводится Международный день конкуренции, на котором присутствуют как руководители территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, так и члены, представители иных государств. Это около 50 государств стран мира, которые сотрудничают с нами в этом направлении, приходят к нам, и мы делимся на этом мероприятии своим опытом. То есть, чего они достигли, чего мы достигли, в том числе негативный опыт, чего не стоит. Там, если мы на стадии принятия некого законодательства, допустим, Австрия уже приняла такое законодательство, то и у них негатив, да, самые негативные решения пошли в связи с применением этого закона, то получается, что в Российской Федерации рассмотрение этого законодательства либо прекращается, либо оно уже трансформируется с учетом практики, которая уже имеется в зарубежной стране. Конкуренция на рынках медицинского оборудования, производства нерудных строительных материалов, жилья эконом-класса, а также особенности контроля экономической концентрации в условиях цифровизации экономики – это малая часть повестки. ФАС нашей республики под эгидой ФАС России тоже принял участие в минувшей коллегии. Как рассказал Батыр Тачиев, это огромный опыт и неоценим потенциал развития. Только в плодотворном диалоге с представителями ведомства ведущих стран с международным уровнем понимаешь, насколько важно твое дело, признается он. Мне удалось переговорить еще раз с руководителем антимонопольного ведомства Австрии. У них, кстати, как он в беседе рассказал, все это законодательство с учетом цифровых вызовов, цифровой экономики и изменяющегося мира, у них уже законодательство принято. И эффективно они уже работают по этому законодательству. И они поделились и своим опытом, и очень приятно с такими людьми общаться. Потом, допустим, был тот же министр антимонопольного ведомства Ирана. У них только зарождается это ведомство, у них только 2 года назад как служба создана, они же были закрыты, как мы знаем. Теперь они пытаются открыться, рынки свои открыть, экономику делать свою прозрачную для привлечения, в том числе, инвестиций. Поэтому, когда мы рассказали о той работе, которая у нас есть, наше законодательство, Иран с удовольствием захотел его копировать, то есть поделиться, чтобы прислать своих специалистов, чтобы то же самое делать. Сегодня перед антимонопольной службой региона стоят важнейшие задачи по обеспечению равноправного доступа потребителей к товарам, работам, услугам и развитию конкуренции в потенциально конкурентных видах деятельности. Утро Ингушетии желает Федеральной антимонопольной службе региона новых покоренных вершин и удачи в нелегком труде. Мадина Базиева, Алисхан Китиев, Моср Гагиев. Утро Ингушетии.